Здравствуйте, мои хорошие! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Ближайшие 10 дней. Что ждет, что по судьбе, что точно с вами будет. Загадайте, пожалуйста, на себя на ближайшие 10 дней. И давайте посмотрим, что же вам по судьбе, что вас ждет и что с вами точно будет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, насыщенные у вас 10 дней, очень даже насыщенные. Опасность у вас вижу, паук за вами, прям смотрите, со спины крадется. Так, ну давайте пойдем по порядку. Корень рисунка. В корне рисунка мне показывают двух людей, два человека, причем один из них это вы. Вас показывают с завязанными глазами и с таким большим добрым сердцем. А вот второй человек, он вышел с бараньими рогами. Упрямый, самовлюбленный. И вот все, что было так, как он хочет, либо она хочет, вот упирается этими своими бараньими рожками и никак не сдвинуть, не подвинуть. И до глупого человек идет, катится в фатал, его предупреждают, он такой: нет, я хочу именно так, либо будет так, как я сказал, как я сказала. Очень, конечно, грустная ситуация. Почему-то вы в одной лодке с этим человеком, но выхода нет. Нужно будет договариваться. Вы, возможно, до сих пор летаете в облаках по поводу этого человека, все ждете, что вот изменится, поменяется. Как-то все-таки разум возобладает над глупостью. Но, к сожалению, это не так работает. Смотрите, очень непростая задача перед вами станет. Не раскачать эту лодку. Ведь если лодка раскачается, вы можете перевернуться, оба выпасть из нее. Здесь вам, скорее всего, придется чем-то поступиться, либо пойти на какие-то небольшие, но уступки. Да, вот перед этим вот барашком, противным человеком, упрямым. Мои хорошие, не бойтесь потерять в малом, да, проиграть. Можно проиграть битву, но главное, чтобы выиграть именно войну. Здесь именно золотое правило — набраться терпения и пойти на какие-то уступки. Иначе вы оба рискуете, вы в одной лодке. Мне вообще идет информация, что это про взаимоотношения между мужчиной и женщиной, там, мужем и женой, девушкой и парнем, либо даже между мамой и сыном. Может быть, даже ваш бизнес-партнер мужчина, вы женщина, а бизнес-партнер мужчина. Пойдите на уступки, либо сделайте маленькие шажочки, типа вы уступаете. Это очень важно. Сохраните свою лодку на плаву, а то вы с друг другом ссоритесь, еще и шторм на море. Надо пережить это время, надо быть умнее, надо быть мудрее. Поверьте, хоть у вас глаза и завязаны, но у вас сердце ваше ведет. Вас ведет ваше сердце, ваше большое доброе сердце. А вот этот упрямый человек, знаете, как говорят, пример он заразительный, да, дурной пример он заразительный. В вашем случае будет все наоборот. Хороший пример он заразительный. Очень медленно, но уверенно этот человек будет за вами повторять, либо вами вдохновляться, брать с вас пример. Это еще будет. Наберитесь терпения, останьтесь в этой лодке, не раскачивайте ее. Все зависит от вас. Так, еще с правой стороны. Мне показывают сумку, она полупустая. Либо в сумке какой-то один, товар, либо один продукт, что-то одно в сумке лежит.
Возможно, какие-то дефицитные состояния. Пусть вас это не пугает. Это очень временно. Очень временно. Там буквально пару дней или по пару недель. Вас не должно это пугать. И не должно быть для вас сигналом, что вот нужно бежать, там все скупать, сметать с прилавков, делать запасы, либо, ну, допустим, там денежные всякие моменты, там, менять валюту. Тоже этого делать не стоит. Здесь какая-то игра, а люди как пешки, да, вот какие-то высокие, высокопоставленные мировые чины разыгрывают какую-то свою игру, а люди как пешки. На людей влияют информацией, запугиванием, какими-то дурацкими прогнозами, лживыми прогнозами. Не поддавайтесь, не поддавайтесь. Ничего с этим не делайте. Этот дефицит, он скоро закончится. Либо эти волнения, они скоро пройдут. Кто поддастся этим волнениям, дефицитным состояниям, ну, вы, грубо говоря, последние отдадите, и потом останетесь при голом интересе. Так, еще буква Я. Очень много придется вам брать ответственности на себя. Очень много. Состояние тотального ступора. Да, люди впадают в ступор, ничего не могут делать. Они такие, знаете, как замороженные становятся. И вам придется брать на себя большую ответственность. Здесь либо вы, либо никто. Очень много людей, кстати, будет от вас зависеть. И на работе может быть ситуация такая, да, вот именно так отыграется. И в семье, и среди родственников, и даже, возможно, в какой-то организации, где вы состоите. Вы на себя возьмете много, вы с этим всем справитесь. Вы даже как людей спасете тем, что вы берете на себя ответственность. У вас очень крутые задатки лидера. А у кого-то так и отыграется, что вы рождены лидером, да, вести за собой. Но есть такое. Не бойтесь этого. Это начало ваших свершений. Это начало вашего нового пути. Сейчас вы тренируетесь для того, чтобы рано или поздно занять вот свою такую лидерскую должность. Да? Надеть на себя, не знаю, мантию лидера. Это в будущем у вас, конечно, будет. Не в ближайшие 10 дней. Но в ближайшие 10 дней вы возьмете на себя большую ответственность. С левой стороны, можно сказать, козни врагов. Но тут и враги такие мелкие, что даже прям не хочется к ним так величественно обращаться. Здесь мелкие такие мышки очень сильно суетятся и пытаются развести какую-то бурную деятельность. Много шума из ничего. Либо, знаете, эффект эха. Кажется, что много людей повторяют. На самом деле это всего лишь две никчемные мышки, которые вот в отчаянии, грубо говоря, да, уже в отчаянии пытаются там с последних сил что-то там сделать, да, и все равно это впустую идет. Ваша задача максимально не обращать внимания, максимально не поддаваться на провокации, не опускаться до уровня этих мелких грызунов. Сохраните свое лицо, поверьте, ваш час придет, когда вы этих грызунов, значит, в мышеловке и половите. Так, еще мне показывают с левой стороны очень неожиданное событие, которое на вас очень сильно повлияет, вернее, поднимет вашу самооценку. Здесь человек, который, ну, такая, знаете, типа выдающаяся личность. Человек, который из себя там строил не пойми кого, к вам обратиться с какой-то смешной просьбой. И с такими, знаете, глазами наполненными слезами, что типа умоляю, пожалуйста, не откажи, помоги. Это будет и смешно, и, кстати, показательно. Ведь будут зрители, либо как свидетели будут, да? Может быть, вы себя недооценивали, может быть, вы всегда держались в тени. Но после этого события у вас просто крылья вырастают, огромные крылья, и грудь колесом, да, вот такая вот, хочется себя показать. Но все правильно, все правильно. Вы просто очень скромный человек. Вы очень скромный человек. А те, которые много про себя говорят, наделяют себя свойствами и качествами, которыми они не обладают, в основном это все такое, знаете, пустышки. Пустышки. Вот очередная пустышка издулась. Так, на работе, по работе. Здесь какая-то конфликтная обстановка.
И за вашей спиной просто какой-то огромный полупаук, полускорпион, что-то такое страшное, какое-то чудовище за вами крадется. Если ваша деятельность подразумевает под собой какую-то ответственность любого уровня, любого ранга, точность в мелочах, деталях, либо полное внимание к тому, что вы делаете, здесь очень важно не отвлекаться и никому не позволять себя отвлекать. Здесь очень важно быть, вот знаете, дотошным человеком, вот прям докапываться до самой сути, либо не отвлекаться, не смотреть по сторонам, не ловить ворон. Даже если вы в себе на 100% уверены и говорите, я там с закрытыми глазами могу все сделать, вот как раз-таки вам особо нужно напрячь свое внимание и 100% уделить его своей работе. Здесь могут быть такие вещи, как специально, да, что-то сделать специально, ведь паук крадется. Как будто бы за вами кто-то наблюдает, следит и ждет момента, пока вы допустите даже вот незначительную, там, маленькую, минимальную ошибку, чтобы кинуться на вас и больно вас ужалить и сказать, что вот, смотрите, она ошиблась, либо он ошибся. Ищут повод, чтобы на вас наехать. Пожалуйста, не попадите в лапы этому пауку, не дайте себя ужалить. В ближайшие 5-7 дней будьте вот прям сосредоточением внимательности. Не отвлекайтесь, делайте все правильно, делайте все четко по инструкциям, по штатному расписанию. Не отступайте ни на миллиметр от правил и от техники безопасности. Все должно быть четко, знаете, выверено, как в аптеке. Вот это обязательное условие для того, чтобы этот паук не смог на вас напасть. Через 5-7 дней эта опасность, она уйдет и больше никогда не возникнет. Так, еще важный момент связан с вашим продвижением. В ближайшие 2-3 дня будет такое состояние, что вам вот от тоски, от печали захочется чуть ли не на стену лезть. Что-то может не случаться, не получаться, либо вы собой будете крайне недовольны. У вас очень сильные, кстати, метаморфозы будут проходить. Захочется подумать о вечном, переоценка ценностей, кто я, что я, чем я занимаюсь, что я имею. Очень странные и непонятные состояния у вас будут. Еще может проиграться как бессонница, либо такой прерывистый сон, состояние полудрема, да, вот вы днем в состоянии полудрема, а ночью вы как наоборот бодрствуете. На вас так влияет Луна, вернее, два события: это солнечное затмение и новолуние. Вот так на вас термоядерно влияет. Это нормально, ничего здесь плохого нет. После солнечного затмения у многих из нас, не у всех, к сожалению, но у многих из нас начинается либо открывается новый этап. Чтобы пойти в новое, нужно осмыслить прожитое, либо пережитое. Вот поэтому не мучьте себя. Если есть успокоительное, принимайте. Если вы не боитесь своих страхов, так подведите итоги. Проделайте работу над ошибками. Даже вплоть до того, что вы можете просто сесть и прописать, что было в плюс, что было в минус. И то, что было в минус, проработайте. Где вы дали слабину, либо где вы не додавили, где вы не обратили внимания. Это очень важно, это вам здоровски поможет. Так, еще мне показывает мужчину. Очень неспокойный мужчина. Очень неспокойный. Он какой-то нервный. У него и характер такой противоречивый, и личность такая противоречивая, но он вам важен, он вам симпатичен, либо вы любите его. Мужчина. Здесь какие-то тоже могут быть переживания, волнения из-за его действия, либо из-за его бездействия. Вы все разные, у каждого отыграется по-своему. Сдается мне, что этот мужчина будет лезть на рожон, и даже какие-то провокационные действия от него пойдут. Например, если вы его ревнуете, он еще больше будет давать вам поводы для ревности. Если вы, например, немножечко от него как сепарировались, может быть, чем-то другим занимаетесь, либо себя находите в детях, в работе, то он будет капризничать очень сильно.
Ну, вести себя будет, как будто бы у него какой-то ПМС наступило. Девочки, не дайте втянуть себя в этот театр абсурда. Будьте абсолютно толстокожей и равнодушной. Вот, как знаете, это будет для него ушат холодной воды, отрезвляющий ушат холодной воды. Не подыгрывайте ему, либо не идите у него на поводу. Видите, что хочет, чтобы вы ревновали? Ну, сделайте каменное лицо. Начинает капризничать, демонстративно начинайте заниматься какими-то более важными делами. Как на место его нужно поставить. Здесь, именно в этой точке, она, кстати, у вас продлится несколько дней, закладывается фундамент вашего будущего, ваших будущих отношений с ним. То есть, если вы подыгрываете, идете на поводу, соответственно, так и будет с вас веревки вить. Если вы сможете сохранить самообладание, поверьте, это очень хорошо. Это очень хорошо. Он на вас по-другому станет смотреть, он к вам по-другому начнет относиться. И вот этих капризов, и этих шальных ситуаций станет гораздо меньше. Так, детские проблемы, либо детские вопросы. Ситуация, связанная с детьми. Вы знаете, хорошие семена вы заложили в своих детей, они начинают сходить. Пока это всего лишь слабые росточки, но поверьте, дальше будет больше. Здесь будет несколько поводов гордиться своими детьми, маленькими либо взрослыми. А у кого-то даже отыграется ситуация, что вот она семечко, да, она же как ребенок даст прекрасный росток. То есть ребенок себя в чем-то проявит, либо обнаружится у ребенка выдающийся талант, либо способность. И все это благодаря вам. Надо будет действовать просто немедленно. Надо будет ребенка куда-то определять, либо как-то решать, что будет дальше с вашим ребенком, с вашими детьми. Но вы очень хорошая мама, либо очень хороший отец. Кстати, по поводу детей. У вас за спиной большой заяц с большими длинными ушами. Девушки мои хорошие, да и мужчины. Если вы запланировали зачать ребенка, да, мечтаете иметь ребенка, прекрасное время, особенно в ближайшие 10 дней, для того, чтобы у вас все получилось. Если вы в ближайшее время не планируете, ну тогда примите меры, да, потому что заяц, он прям со спины подкрадывается. Кстати, еще по зайцу может отыграться ситуация человека, который долго избегал ответственности. Ну, допустим, вы уже беременны, и ваш партнер, либо отец будущего ребенка, он никак не мог определиться, да, кто я, где я, хочу ли я быть отцом, нужно ли мне это, да, либо я еще молод, хочу гулять. Смотрите, заяц крадется со спины. То есть человек, который в свое время испугался брать на себя ответственность, становиться отцом, либо принимать участие в воспитании ребенка, возвращается, уши длинные, что-то он о вас услышал, либо что-то он о вас понял, и он возвращается. Возвращается к вам, в вашу жизнь, возможно, и прощения попросит, и нужные слова вам скажет. Ну, вы все разные, понятно, что у каждой будет по-своему. Острые пики в дороге, на дороге, в подъеме. Тяжелые подъемы, преодоление острых ситуаций. Ну, тут дважды у вас острая ситуация, но каждую из этих ситуаций вы ухитряетесь повернуть в свою сторону, либо обернуть себе во благо. Путь, либо работа проделана не напрасно. Собой вы будете очень довольны, и опять же, скорые результаты у вас здесь. Все важные и нужные подсказочки вам передали. Держитесь, прорвемся, все будет хорошо. На этом у меня все. Берегите себя. Всем пока-пока.